так называемый вот карстовый рельеф, рельеф, который содержит пещеры, он очень живой, очень быстро меняется. Иногда бывает так, что источник может работать много лет, даже сотни лет, а потом пересохнуть. Или действительно может так случиться, что какой-то ледник в горах изменил свое положение, стаял. Сейчас тем более все говорят о потеплении. В эпоху потепления климата мы живем. И может достаточно быстро поменяться ситуация, которая приведет к изменению гидрогеологического режима источников. Это нужно тоже знать и учитывать. Не только в хозяйственной деятельности, но и вот в таких бытовые вещи, как просто питьевая вода. Вот. Я уже говорил про сооружения, такие как ГЭС, их тоже нужно строить с учетом всех этих обстоятельств. Мы составляем карты пещер подземные. Мы, конечно, вот сейчас был разговор, какие-то названия даем. И я услышал со стороны Министерства экологии такую правильную, на мой взгляд, позицию, что при названии каких-то объектов на территории Абхазии мы должны это, по крайней мере, согласовывать с правительством, потому что это потом остается на века, эти названия. И могут быть названия, как вот в мировой практике принято, и на русском языке, вот тех людей, которые открыли, и на абхазском языке. У объекта может два названия быть. Вот как у горы Эверест. Есть Эверест и Джомолунгма. Все знают этот объект под двумя именами.